Уйгурский фонд по правам человека недавно обнаружил, что по меньшей мере 18 туристических компаний в европейских странах, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Швейцарию и Нидерланды, организуют туры в Восточный Туркестан. Согласно исследованиям, туристические компании возят туристов в Кашгар, Турфан и Урумчи. В августе 2023 года Уйгурский фонд по правам человека опубликовал доклад под названием «Геноцид Travel», в котором обсуждаются туры в Восточный Туркестан в общей сложности 7 туристических компаний США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Согласно отчету, Govay Travel и Intrepid Travel удалили рекламу 7 туристических компаний после вышеупомянутого отчета, но остальные 5 компаний продолжили организацию скандальных туров. Генри Шадживский, директор Уйгурского бюро по исследованию прав человека, который является автором доклада, отметил, что хотя может показаться интересным, что туристам разрешено посещать регион, находящийся в тяжелой осаде, такой как Восточный Туркестан, частные туристические компании и европейские туристы не могут пересечь линию открытости, проведенную китайским правительством. Одновременно с усилением геноцида народа Восточного Туркестана в последние годы китайский режим пытается увеличить добычу угля во всех регионах, включая Восточный Туркестан, чтобы гарантировать энергоснабжение. В связи с этим регион строит специальные линии для более быстрой транспортировки своих ресурсов в Китай. По данным китайского пропагандистского агентства Tanridak Network, китайское правительство начало официальные грузовые перевозки 15 января по новой железнодорожной линии, которую они строят для транспортировки угольных ресурсов Восточного Туркестана в Китай. В Китае, стране с самым большим населением в мире, происходит снижение рождаемости и рост смертности. По состоянию на 2023 год объявлено, что население Китая сократилось примерно на 2 миллиона человек. Национальное бюро статистики Китая поделилось текущими данными о населении страны за 2023 год. Согласно данным, предоставленным бюро, Китай объявил, что уже 2 года подряд наблюдается снижение численности населения. Кроме того, в 2023 году ускорился обвал населения Китая, сократившийся на 850 тысяч в 2022 году. Проводимая Китаем политика систематического угнетения и ассимиляции в Восточном Туркестане с 2017 года сегодня превратилась в геноцид. За последние десятилетия население Восточного Туркестана резко сократилось. Швейцарская инжиниринговая компания ABB, известная своими электрическими зарядными устройствами, промышленными роботами, заводскими двигателями и приводами, в настоящее время находится под следствием Конгресса США. Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей и специальный комитет по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая изучили деловую активность ABB в Китае. На этой неделе комитеты попросили руководителя ABB принять участие в публичных слушаниях, чтобы обсудить связи компании Шанхай Шинхуа Heavy Industries китайским предприятиям. Были высказаны опасения по поводу потенциальных рисков кибербезопасности, угроз иностранной разведки и пробелов в цепочке поставок, вызванных установкой компании оборудования ABB на кранах судна «Берег», направляющихся в США. Сообщается, что 13 учеников погибли в результате пожара в частной школе-интернате в китайской провинции Хинань. По сообщениям национальных СМИ, ночью вспыхнул пожар в школе Инсайд, где учатся ученики, живущие в сельской местности в районе Фанцин города Наньян. В то время как 13 студентов погибли в результате пожара, который был ликвидирован пожарными расчетами, 1 студент доставлен в больницу с травмами. Ранее 8 рабочих погибли и еще 8 получили ранения в результате взрыва металлической пыли в цехе промышленной обработки металлов в восточно-китайской провинции Цзянсу.